Сверхзадача в нашей музыке – как можно больше охватить людей, чтобы они послушали наши песни и научились уже любить Родину. Мы не просто должны любить свою Родину, мы обязаны это делать. Потому что Родина – это мать. А как можно не любить маму? Когда мне говорят, типа, ну что мы там делаем, зачем? И зачем ты туда ездил? Я всегда говорю, что, ребят, ну, вот у меня есть мама, а у моей мамы есть сосед. И если этот сосед когда-то скажет моей маме что-то плохое, я приду к этому соседу и начну с ним разговор. Так же и здесь. Россия – наша мама. И если сосед какой-то говорит плохо нашей маме, значит, мы должны прийти и рассказать, как нужно себя вести с нашей мамой. Ветеран СВО, солист музыкальной группы «Добробат» Иван Хомяков родился в далекой деревеньке Пермского края. В многодетной семье росло 4 сына. Бабушка и дедушка Ивана прошли Великую Отечественную войну. Их подвиг внуки помнят и чтят по сей день. Дед у меня был одним из первых десантников. Был старшиной в своей там роте и подготавливал бойцов. А бабушка была связистом и дошла до Кёнигсберга. Мама с папой были рабочими в колхозе. Ну и всегда так. На фоне того, что все-таки бабушка и дедушка воевали, всегда был такой патриотический настрой в семье. То есть что такое любовь к родине, знаю с детства. Слово «патриотизм» в семье Хомяковых произносили нечасто. И про войну дедушка с бабушкой почти не вспоминали. Как и многие фронтовики, не хотели бередить старые раны. Но воспитание – это не про слова, а про поступки и отношение к людям. О войне вообще ни слова не говорили. Просто вообще от слова совсем. Дед единственное, что говорил, когда я приходил к нему в гости, там, с дивана прыгал, ну маленький еще был. Дед смотрел так, о, будущий десантник растет. Но, к сожалению, волей случая не довелось мне стать десантником. Бабушка всегда была такой, как бы сказать, воспитанной, что ли. Да, несмотря на то, что тоже там всю свою жизнь проработала в колхозе, я от нее никогда не слышал ни одного ругательного слова какого-то. Ну, прям и разговаривала так. Ну, прям бабушка. Это, я не знаю. Просто замечательные были люди. Из родной деревушки Иван уехал в город Чайковский учиться на строителя. Работал по профессии. В 2015 году в поисках своего места под солнцем он отправился в Казань. Открыл свое дело, женился. Казалось, что жизнь встала на накатанные рельсы. Но когда начались события на востоке Украины, Хомяков понял, что не может оставаться в стороне. В феврале началась специальная военная операция на Украине. И в тот момент я еще более серьезно задумался о том, что что-то для своего государства я должен сделать, поскольку срочной службы в армии у меня не было по состоянию здоровья. И это меня расстраивало. То, что вроде как сын в стране родился, а пользы никакой не принес, как сын. Вот. И всерьез задумался. И к ноябрю месяцу я уже принял для себя окончательное решение. Конечно, родным Ивана Хомякова было очень трудно отпустить его на СВО. Но отговорить от этого серьезного шага никто не смог. Жена заистерила сразу, когда я ей сказал, что все, я принял решение. Но потом осознала, что я довольно серьезно настроен, и приняла мое решение. Отцу позвонил, тоже сказал. Ну, отец – это отец. То есть он сам военный когда-то был. И, сын говорит, либо со щитом, либо на щите. А маме я как-то особо не сообщал. Иван подписал контракт с добровольческим подразделением, прошел военную подготовку и отправился в зону боевого соприкосновения, но почти сразу же получил ранение. В ноябре месяце я законтрактовался, а в декабре месяце уже попал первый раз в госпиталь. Там было несерьезное ранение. Прошел лечение. Потом после лечения
Как раз это было перед Новым годом. Меня выписывают. Звоню комбату своему, говорю, так и так, товарищ комбат, все, выписался. Какой у нас план действий? Он такой, ну, тебе, говорит, есть два путя. Сейчас приезжаешь в часть, ну и довосстанавливаешься, там, долечиваешься, постоишь пока там на воротах в комендантском взводе. Ну или, говорит, есть второй вариант, можешь домой съездить на Новый год. Ну, конечно, я этого шанса не упустил. С семьей встретил Новый год. И 4 января отправился уже обратно. Стояли тогда под одним из самых укрепленных укрепрайонов ВСУ. Вот большая часть контракта у меня прошла там. Потом под конец контракта нас передислоцировали. Иван не раскрывает, за что конкретно получил награды. Не пришло еще время для всех подробностей. Но точно одно – медали на его груди самой высокой боевой пробы. 2 медали за отвагу, одна Российской Федерации, вторая от Донецкой Народной Республики и 3-я медаль за воинскую доблесть. Ну, за воинскую доблесть это такая ведомственная награда, то есть она внутри там подразделения выдается, комбатом может выдаться просто за отличие в службе, скажем так. А медали за отвагу, ну, это вообще как бы такие награды, которые выдаются при боевой задаче, при выполнении боевой задачи, напрямую связанной с угрозой жизни, с угрозой смерти. То есть должен был погибнуть, не погиб, задачу выполнил. Иван считает, что боевая командировка не изменила его характер, но вот систему жизненных ценностей поменяла основательно. Сейчас живу своей мирной жизнью, семья, дети, что стало для меня приоритетной частью в жизни. Это моя семья. Семья – это у меня самый главный приоритет в жизни, моя опора. Родину я как любил, так и люблю. Как был готов ее пойти защищать, так и сейчас готов. Ну, особых каких-то изменений в моем, по крайней мере, сознании не произошло. Ваня очень целеустремленный человек. Он добивается всегда своих целей. Очень душевный. Никогда ни в чем не отказывает. На уроки мужества, когда его приглашают, он ходит с удовольствием. Очень творческий человек. Раз открытый, он всегда находит подход к детям. То есть на сцене очень хорошо поет. На 9 мая у нас на Высокой горе он пел 2 песни своих. Действительно, в ходе СВО в жизни Ивана Хомякова произошел крутой поворот. Военная служба вывела его на музыкальную дорогу. Находясь там, записал первую песню свою про подразделение, в котором служил. Как сейчас помню, заходит к нам замполит нашей бригады, батальона нашего. И такой, Пермь, ну, у меня позывной Пермь, надо, говорит, песню написать про подразделение. Я такой, не вопрос, давай напишем. Вот написали, записали, это еще находясь там, грубо говоря, в окопах писалась эта песня. Записали, показали комбату, комбат сказал, все, давайте, записывайте, пацаны. И потом вот уже после того, как у меня контракт окончился, звонит мне этот же замполит и говорит, так, надо, короче, песни писать. Я такой, ну давай будем писать. Вот написал еще одну песню, уже про другое подразделение. По разбитым дорогам, не ведая сна, забыв страх и боль сквозь туманы дожди, добровольцы Донбасса идут воевать за священное слово Родина-мать. Пусть Георгий Святой нам побед принесет за страну, за Донбасс и угнетенный народ, за друзей, что геройски погибли в бою, за Россию, великую нашу страну. Уже после демобилизации в Казани Иван случайно познакомился с известным музыкантом Валерием Чамриным. Хотя сам автор популярной песни «Кириян» считает, что встреча с Хомяковым была вполне закономерной. Когда я вот услышал, как он поет, как он играет, и о чем он самое главное поет, у меня
быстро родилась идея о создании вот такой группы, которая бы пела честные песни. Что меня сподвигнуло после знакомства с Иваном? Мой сын кадровый офицер, он уже воюет вторую кампанию, то есть в 2014 году, вот СВО. Причем воюет очень достойно. Самое главное достижение у него, я считаю, что за время всех боевых военных действий, которые происходили, у него среди бойцов нет ни одной потери. Вот и я очень горжусь своим сыном. Иван, скажем так, это человек с большой буквы. И все те ребята, которые его окружают, и меня сейчас окружают, это все очень классные пацаны. И когда я общаюсь с ними, у меня такие ассоциации, как будто я общаюсь со своим сыном. Композиции для группы пишет сам Иван. О том, что пережил и почувствовал там, за лентой. И эти воспоминания тревожат его до сих пор. Щелкнула такая в голову: работает град. То есть для меня это как бы картинка живая. Отправляю Валерию Юрьевичу свое голосовое сообщение. Вот, работает град, вот там 2 слова только было. Валерий Юрьевич такой: так, все, давай, все, цепляйся, давай, начинай писать. Все, также приехал домой, давай накидывать. Вот так вот рождаются эти песни. То есть они рождаются все на, скажем, личном опыте. То есть придумывать особо ничего не приходится. В планах, конечно, наверное, по бойцам прокатиться, по нашим пацанам, которые сейчас там, для них исполнить. То есть, в основном все песни и про боевые действия, да, и про любовь к родине, и про любовь даже есть песни вообще. То есть то, что нам там помогало, да.